это нельзя. Так, теперь вот это. Как правильно держать ручку, под каким наклоном должна лежать тетрадь, этому в первую очередь учат на подготовительных уроках первоклашек. Важная составляющая этих занятий также школьный этикет и дисциплина. Ребята теперь знают, что нужно вставать с мест и приветствовать старших, а также соблюдать тишину во время урока. Не привыкшим к такой усидчивости и постоянной сосредоточенности внимания детям учитель проводит разгрузочные физические переменки. Свой первый урок класс начинает со сказки «Гуси-лебеди». Гуси унесли. Мальчика, молодцы. Дальше. Спасла она братика. Каким образом она спасла? Где этот мальчик был? Кто скажет? Мальчик. Новой школе на 1500 мест еще предстоит официальное открытие. Однако первые уроки здесь начались с этой недели. В школу уже зачислено около 160 первоклассников, но окончательный список составит 5 сентября. Планируется, что первых классов здесь будет 8, в каждом по 25 учащихся. Несколько классов уже полностью сформированы и втянулись в учебный процесс. Преподаватели отмечают, практика подготовительных уроков для первоклашек лучше всего позволяет постепенно привыкнуть к новым школьным заботам. Они должны быть знакомы не только с учителем, но и между собой. У нас идет именно знакомство, мы развиваем речь. Они должны уже быть готовы к тому, чтобы написать буквы. Все элементы мы проходим. Также мы по математике мы фигуры вспоминаем. Очень много интересного дети узнают, новые сказки вспоминаем. На подготовительных уроках с детей дресс-кода не требуют, но Мухаммед Костоев предпочитает всему новенький школьный костюм с галстуком. Мальчик решил полностью погрузиться в учебный процесс, ведь пока он может похвастаться знанием только нескольких букв алфавита. Уровень подготовки у детей разный. Кто-то знает весь алфавит или может досчитать до определенного числа, как, например, София Албакова. 8, 9, 10, 11, 12, 17. До 39. Учимся писать. Палочки обводим. Сегодня мы еще будем закрашивать закрашки. Еще одна из задач подготовительных занятий до начала учебного года – определить знания каждого из учащихся в классе и максимально довести до общего уровня. Впрочем, в этом классе всем готов дать фору Адам Албаков. Он, в отличие от своих одноклассников, уже читает по слогам. Цветные. А дальше? Карандаши. Уже с начала учебного года школьников ждет насыщенная программа. Первоклассники смогут позавтракать перед началом уроков, а после них и пообедать. Во второй половине дня дети будут заняты внеурочной деятельностью. Они могут здесь же выполнить домашнее задание, позаниматься с учителем дополнительно, а также посетить кружки по предпочтениям. Со следующей недели мы планируем провести классные родительские собрания 2, 3, 4 классов, тоже с целью адаптации, чтобы они посмотрели школу, чтобы они уже знали, какой учитель у них будет на 1 сентября, в какой кабинет они будут заходить. Преподавательский состав настоятельно рекомендует родителям приводить своих детей на подготовительные уроки, ведь это в их же интересах. Кроме того, директор Центра образования каждый день готов провести экскурсию по школе для своих будущих учеников и их родителей. Залина Могушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24.